Когда жили пророки? Что они слышали и видели? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Будущее всегда было объектом пристального внимания людей. Возможно, этот интерес в какой-то мере определяется тем, что ответ на вопрос «что день грядущий мне готовит?» связан с поиском смысла жизни. Библия много говорит о пророках и пророчествах. В наше время тоже популярны разного рода предсказатели будущего, от гадалок до футурологов. Были ли библейские пророки кем-то вроде них? Или они передавали людям то, что открывал им Бог? Очень часто пророческое служение сегодня сравнивается с какими-то предсказаниями будущего, с какими-то пророчествами о будущих, о грядущих событиях, связанных с историей или Церкви Христовой, или с нашим государством, Отечеством. Иногда люди ищут пророчество о своей судьбе, о своей жизни. Так вот, на самом деле пророк – это тот, кто не предсказывает будущее. Пророк – это тот, кто возвещает волю Божию, который может касаться прежде всего современных событий. В Библии пророк – это тот, кому сам Бог открывает свою волю, кто получает ответ от Него на свои вопросы, кого сам Господь посылает в мир на определенные, как правило, невероятно тяжелые служения. Пророки Церкви – это те святые люди, которые жили до рождения Христа и пророчествовали, то есть говорили, что будет в будущем, а именно, что придет Мессия, придет Христос, что и подробности Его рождения, Его жизни, Его смерти и Его воскрешения. В общем-то, вот то, что делали пророки. Пророк – это избранный Богом человек, внимающий воле Божьей и сообщающий о ней всему миру. В этом состоит его служение Церкви. Время от времени Господь из среды народа воздвигает пророка, того, кто возвещает людям неприятную правду о гневе Божием, о том, что народ должен прийти к покаянию. Часто пророки говорили людям и в утешение, когда люди были обременены многими скорбями и тягостями жизни. Они возвещали, что Господь близок, Господь бережет и заботится о них. Но Господь взыскует прежде всего сердца людей, и их поступки, их образ жизни должен поменяться. Пророки несли свою весть разными способами. Одни сами писали книги, за другими пророчества записывали. О некоторых мы узнаем только по рассказам библейских повествователей. Условно их принято делить на большие и малые. Это деление происходит по объему тех трудов, тех книг, которые они оставили после себя. Но главное их именно предназначение – это то, что они говорили опять-таки о Христе, о том, что будет в будущем с Церковью, в общем-то, и они все оказались правы. Если мы с вами читаем даже Новый Завет, то в Новом Завете неоднократно мы видим отсылку именно к пророкам, потому что иудеи, они берегли Священное Писание, они берегли то, что говорили пророки, и когда пришел Христос и начал сбываться то, что они говорили, люди, знающие, понимали, что пришел именно тот, кого ждали уже многие тысячелетия. И, в общем-то, все, что пророки говорили, все эти пророчества были исполнены. Писания пророков важны уже по обилию содержащегося в них поучительного материала. Они дают нам возможность проникнуть взором в невидимый мир и в таинственные глубины человеческого сердца. Среди пророков мы знаем множество и тех, кто оставили после себя письменные тексты, так называемые великие пророки. Прежде всего, это пророк Исаия, Иеремия, пророк Даниил. Есть и малые пророки, которые оставили после себя немного написанного, но и их тексты, их пророческое служение вошло в канон Священного Писания Ветхого Завета. Мы знаем о пророке Ионе. Чудо, которое свершилось с ним, до сих пор упоминается и в Евангелиях. И мы читаем и слышим об этом чуде за богослужением, когда этот пророк оказался поглощен морским чудовищем, китом, скорее всего, и пробыл внутри него 3 дня, после чего Господь избавляет его. Это чудо является предзнаменованием 3-дневного
погребения Спасителя и славного Его воскресения. Традиция библейского пророчества никогда не прекращалась ни в Новом Завете, где пророческий дар упоминается среди особых дарований, ни в истории Церкви. Мы видим ее и в решительном противостоянии святых сильным мира сего, и в подвиге юродства, и во многом ином. Важность пророков и на сегодняшний день остается актуальной. Мы видим, с какой ревностью они совершали свое служение. Это то же самое, что сегодня какой-нибудь человек вышел бы на улицу в непонятной одежде, в несколько таком экзальтированном виде и поведении и начал говорить, что все мы живем неправильно. Если бы его не забрала полиция или не положили в психиатрическую больницу, кто-то бы, может быть, послушал его. Но то, что он говорит, было бы всем нам очень неприятно. Он бы обличал наши пороки, наш образ жизни, нашу безнравственность, бездуховность и утрату ориентира, то есть Бога. Вот пророческое служение во все времена было связано именно с этим. Чаще всего пророками были обычные, простые люди, и в своих речах они обличали царствующих, начальствующих, часто даже первосвященников, то есть людей, облеченных властью, возвращая их мысли к истинному служению Богу. Дар пророчества нельзя получить никаким образом, кроме как свыше. Нельзя выучиться на пророка. Невозможно назначить кого-либо пророком. Невозможно также передать кому-либо по наследству или по своему желанию пророческое служение. Господь обращается к людям и в Ветхом Завете, и сегодня к нам, говоря о том, что воля Божия возвещается и нам сегодня. В Ветхом Завете через пророков, в Новом Завете уже больше через апостолов, которые больше написали, чем ветхозаветные пророки. И вся истина и воля Божия нам возвещается. В Евангелиях Господь говорит: тем, кто ищет знамения, тем, кто ищет какие-то знаки, называет таких людей родом лживым и прелюбодейным. И как раз-таки вспоминает о чуде Ионы пророки, что именно своим трехдневным воскресением Христос избавляет нас от потребности поиска каких-либо еще дополнительных чудес и знамений. Господь говорит, что все пророки до Иоанна Крестителя, после же Царство Божие силою берется. Поэтому для современных людей можно посоветовать не искать каких-то особенных откровений, каких-то магических схем, которые бы определили нашу жизнь. Все уже свершилось. Христос воскрес. Христос явился, и главное чудо, главное свидетельство, которое нам даровано, это то, что Христос побеждает смерть. В конце июля по благословению епископа Салаватского и Кумертаусского Николая в Брент-зале городского округа города Кумертау состоялась конференция на тему «Развитие и сохранение русского языка и православной культуры». Данная конференция проходила в рамках реализации проекта «Территория развития и сохранения русского языка и православной культуры», победителя конкурса Фонда президентских грантов. Руководителем проекта является заместитель директора воскресной школы «Родничок» Иоанна Предтеченского соборного храма города Кумертау Оксана Хакимова. В нашей конференции приняли участие школьники, студенты, директора и преподаватели общеобразовательных школ, директора воскресной школы. Также в нашей конференции в режиме онлайн приняла участие первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Михайловна Лапшина. В конференции также приняли участие преосвященнейший владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский. Участники конференции обсудили доклад доктора философских наук, профессора, академика РАЕ Андрея Свириденко на тему «Философское осмысление сакральной составляющей русского языка».
В своем докладе Андрей Свириденко, это профессор, доктор филологических наук, отметил, что русский язык является основой всей нашей нации. То есть отметил, что на самом деле все вот эти зарубежные слова, которые мы говорим, которые вклиниваются в нашу повседневную жизнь, они стали для нас уже обычностью. И мы забыли о главных истоках русского языка. Неспроста в новый текст Конституции внесено положение о статусе и значимости русского языка. Русский язык, как большая полноводная река, впитывает в себя элементы, языковые конструкции других языков. И происходит взаимопроникновение и обогащение культур. Русский язык – это носитель не только языковой, но и духовной культуры, поскольку сама азбука, она была создана святыми Кириллом и Мефодием. Пожалуй, нет ни одного языка в мире, азбуку которой бы создавали святые. И, в общем-то, действительно, наш русский язык, азбука наша, она несет глубокий смысл. Вот, скажем, старославянские азбуки, веди. Веди, опять же, корень ведический. Знание, мудрость, исследование, люди, любовь, люди Бога ведут. Поэтому, конечно, надо изучать язык, его истоки и с Божьей помощью обогащать нашу культуру и укреплять наше российское государство. Активный диалог власти и церкви поднял в своем выступлении настоятель Иоанна Предтеченского соборного храма города Кумертау иерей Владимир Быков. В своем докладе настоятель Иоанна Предтеченского соборного храма города Кумертау иерей Владимир Быков отметил проблемы и перспективы обучения учащихся 4 классов в общеобразовательных школах. И мы подвели такую небольшую резолюцию по его докладу, отметили, что в этом году мы будем принимать участие в проекте всех грантовых конкурсов и примем с таким проектом, как «Православный полдник». То есть это мы реализуем факультатив на базе одной из общеобразовательных школ города и посмотрим, как этот факультатив будет работать. То есть мы предоставим возможность школе выбрать данный предмет, и он будет идти не из обязательных часов, которые у нас имеются в школах, в системе образования, а в качестве такого небольшого факультатива. Почему православный полдник? Потому что каждый может выбрать между обедом и ужином, и то же самое и здесь. Полдник, если ребята захотят, они смогут встретиться. А в рамках данного проекта мы хотим реализовать такие мероприятия, как конкурс рисунков, также встречи с интересными людьми, со священниками, и будем организовывать паломнические поездки. Все это, конечно, мы постараемся провести в рамках гранта и, пожалуйста, с помощью словацкого гранта. Конференция завершилась обсуждением итоговой резолюции, подведением итогов и награждением участников конференции благодарственными письмами и ценными подарками. 9 августа Православная Церковь совершает память одного из древних святых, жившего в III веке после Рождества Христова. Но до сих пор строится множество храмов в честь его. В любом православном храме обязательно найдется его икона. Этого святого зовут Пантелеимон, святой великомученик. Интересно то, что при рождении он был назван своими родителями несколько другим именем, созвучным с этим – Пантолеон, которое буквально переводится как «лев во всем». И своими родителями он воспринимался как будущий великий языческий чиновник. Он получил прекрасное образование, его отец был по тем временам начальником, чиновником тоже, и воспитывал своего сына в языческой гордости, в языческом тщеславии. Он стал врачом. Но однажды, когда он проходил мимо одного дома, где жил священник, чудом спасшийся от гонений тех времен, он услышал молитву его. И, проходя часто мимо этого дома, он увидел, что этот человек почитает истинного Бога. И он также захотел узнать, кто же такой Христос. И хотя совсем недавно закончились гонения, после которых было уничтожено 20 тысяч христиан,
И вот этот священник и еще несколько человек, чудом спасшихся, он встречается с ними, с этими людьми и уверует во Христа. Конечно, среди языческого общества это было почти самоубийство, но он намеренно отказывается от всех перспектив собственного благополучия и становится христианином. Святой великомученик Пантелеимон Целитель изображается на православных иконах молодым юношей с коробочкой для лекарств. С именем Пантелеимона связывают такое чудо, как воскрешение отрока. И когда он действительно принимает крещение, когда он уже объявляет себя христианином, он начинает ходить по тюрьмам, начинает навещать больных, совершенно не взимая с этого никакой платы, начинает оказывать людям помощь от Бога. Будучи совершенно в юном возрасте, он совершает уже различные чудеса. И, идя наперекор вот этому языческому тщеславию, языческой гордыне, он осознает себя христианином, который должен послужить на благо других людей, нищих, убогих, находящихся при смерти или болеющих тяжелыми заразными заболеваниями. Может быть, поэтому до сих пор мы ощущаем его каким-то близким и родным святым. Ощущаем вот тем человеком, который обязательно услышит наши молитвы и поможет нам в исцелении наших немощей. Почитание святого Пантелеимона в Русской Православной Церкви известно уже с XII века, когда князь Изяслав разместил изображение целителя-мученика на своем боевом шлеме. В народном сознании память о святом великомученике Пантелеимоне связана прежде всего с испрашиванием здоровья себе, своим близким. Но важно помнить, что у любого святого мы можем просить о чем угодно. У любого святого мы можем просить о всех тех нуждах, которые присутствуют в нашей сегодняшней жизни. У Пантелеимона мы часто просим о здоровье именно потому, что он был врачом. И психологически это понятно. Раз был врачом, то и сейчас мы просим у него о помощи в наших немощах. Но у него можно просить и о твердости веры, которую он проявил, став великомучеником, претерпев многие страдания за имя Христово. И о всем прочем, о чем только мы имеем потребность в своей жизни. Ведь каждый святой отображает святость Божию, не собственные заслуги, а Господь начинает сиять через их чистые души к нам. Поэтому и просить можем мы о всем том, в чем имеем нужды или потребности. Перед окончанием церковного года православная церковь отмечает 3 праздника, 3 Спаса. Считается, что название этим праздникам дано в честь Иисуса Христа Спасителя. И первый из этих праздников 14 августа, и праздник называется «Происхождение или изнесение честных животворящих древ креста Господня». Название несколько сложное, но для простоты понимания можно сказать так. В Древней Византии к этому времени наступала сильная жара, и распространялись болезни, эпидемии, и было решено, чтобы умилостивить Бога, обратиться к Нему с особой молитвой, проходить крестными ходами. Брали частицу животворящего креста Господня, который хранился там же, и с ним совершали крестные ходы вокруг города. И спрашивая Бога милости, с покаянным чувством прося о исцелении и о прекращении болезней. Позже эта традиция совершения крестных ходов, особого праздника, переходит и к нам на Русь. И, наверное, точнее было бы перевести название этого праздника – «Предношение», то есть крест, который носится впереди крестного хода. Традиция приходит к нам, и в этот день мы также обращаемся к Богу с просьбой о даровании нам благополучия, здоровья, об охранении наших домов, наших городов и весей от болезней и от всяких прочих напастей. В православной традиции день 14 августа знаменателен количеством уместившихся в него важных событий и праздников. Происхождение честных древ животворящего креста Господня,
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память мучеников Маковейских и начало Успенского поста. С XII века на этот день приходится еще одно торжество – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Происхождение этого праздника относится к 1164 году, к победе святым князем Андреем Боголюбским волжских булгар с помощью Владимирской иконы и креста. С этими праздниками в православном календаре совпадает и день памяти Маковеев, 7 ветхозаветных мучеников из Иудеи времен царя Антиоха Епифана, пытавшегося навязать иудеям поклонение языческим греческим богам. Непокорные Маковеи остались верны вере в единого Бога и за это были казнены в 166 году до Рождества Христова. В народном календаре этот спас называют медовым, потому что соты в ульях к этому времени наполнены до отказа, и пасечники приступают к сбору меда. В этот день в храмах освящается мед. В старину, по традиции, лишь после медового спаса разрешалось есть это лакомство. Само наименование, оно несколько некорректно, потому что слово «спас» происходит от слова «спаситель». Это краткая форма. И причем здесь спаситель и вроде бы принесенный мед, но в народном сознании они объединились, и мы понимаем это так, что все, что у нас есть, даровано от Бога. И поэтому в благодарность Богу мы переплетаем наши земные труды с молитвословиями, обращенными к Нему. По славянской традиции в этот день в храмах совершается малое освящение воды. Отсюда и пошло название «мокрый» или «спас на воде». Традиционно именно в это время на Руси освящали новые колодцы и чистили старые, а также совершали крестные ходы на естественные водоемы и родники для освящения воды. Но самое важное, 14 августа начинается Успенский пост. Этот пост не длинный, всего 2 недели, с 14 августа по 28 августа. Но этот пост отличается строгостью. По истории возникновения Успенский пост возникает позже прочих постов и возникает в связи с тем, чтобы возвысить память и честь Пресвятой Богородицы. Наподобие тому, как перед Пасхой идет многодневный, строгий Великий пост, также перед самым главным праздником, посвященный Божией Матери, установлен Успенский пост, по строгости почти не уступающий Великому посту. Правда, более короткий по временному периоду. В эти дни верующие также призваны молитвенно готовиться к тому празднику, которому посвящен этот пост. Богородице,